Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Социальная поддержка, забота о семьях и повышение качества жизни граждан всегда остаются в центре внимания руководства республики. Какие ключевые итоги работы Министерства труда и социального развития можно подвести за год 2025? С какими планами ведомство входит в Новый год? Гостья в студии Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Давайте немножко еще поговорим о годе ушедшем от нас. 2025 был объявлен годом защитника Отечества в стране, годом защитника Родины в республике. По линии Минтруда каких успехов удалось достичь, какие основные мероприятия были проведены? Безусловно, в рамках года защитника Отечества для всей страны важнейшим событием, конечно, было проведение, подготовка и проведение великой годовщины 80-летия Великой Победы. И для каждой семьи это очень значимое событие, ведь в каждой семье есть родные, близкие, кто ковал победу на полях сражений, кто ковал победу в тылу. И, безусловно, все без исключения были задействованы в подготовке и непосредственно в проведении данного большого события. У нас в республике с 2022 года был сформирован план как раз-таки по подготовке с тем, чтобы достойно встретить это событие. И очень многие органы исполнительной власти были задействованы, более 60 мероприятий было предусмотрено только республиканского масштаба. И, в общем-то, такие направления были реализованы, как увековечивание памяти, подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Это сохранение исторической памяти, исторической правды и истории нашей страны. Это, конечно, патриотическое воспитание молодежи и общества в целом. И, конечно, чествование наших глубоко уважаемых ветеранов. У нас сегодня более 12 тысяч человек проживает в республике именно из числа ветеранов. Это 7 человек, участников Великой Отечественной войны, наших глубоко уважаемых ветеранов. Это наши ветераны тыла, более 1300 человек, дети войны, более 11 тысяч человек. И, конечно же, большое внимание всех, я думаю, без исключения было приковано именно к вопросам внимания, заботы, поддержки наших уважаемых ветеранов. Год завершился, но мероприятия и задачи, которые были поставлены, безусловно, не завершаются. Это наша всеобщая задача — продолжать работать по этим направлениям и, конечно же, в последующие годы. Ну, вспоминаем о ветеранах не только в праздники, не только в 9 мая. Безусловно, это наша святая обязанность оказывать заботу, внимание и всемирную поддержку. Давайте поговорим уже о годе наступившем, о годе грядущем, о социальных категориях граждан, точнее о мерах социальной поддержки, которые получают отдельные категории населения, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот каков список этих мер? Я здесь, наверное, хотела бы остановиться на 3 позициях, потому что достаточно много механизмов поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию по разным вопросам, но остановлюсь на следующем. Первое. В прошлом году нашему министерству были переданы отдельные полномочия по поддержке семей, попавших именно в чрезвычайные ситуации. И, в общем-то, была проведена большая работа, и нормативно-правовая база, и обучающая, так скажем, обучающие моменты, с тем, чтобы организованно оказать необходимую помощь в случае, если это будет необходимо. Вы помните, в прошлом году летом у нас были чрезвычайные ситуации в связи с паводком в Аймиконском районе и в Абыйском районе. И, в общем-то, благодаря слаженной работе социальных служб и органов местного самоуправления, и наших социальных партнеров на местах удалось своевременно оказать необходимую помощь в связи с тем, что люди попали в чрезвычайную ситуацию. И порядка 1500 семей получили материальную, финансовую поддержку, в том числе в связи с утратой имущества. И, в общем-то, это все было сделано в достаточно сжатые сроки, с тем, чтобы люди могли получить эту помощь оперативно. Следующий момент, я бы хотела остановиться, это
пилотная технология, мы ее пока пилотируем, но в перспективе она у нас уже, конечно, войдет на системную основу. Да? Это персонализированное сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это не финансовая поддержка в прямом смысле слова, но если семья чувствует, что необходима поддержка специалиста, в том числе по каким-то, может быть, организационным моментам, и самостоятельно не может выйти из той или иной трудной жизненной ситуации и имеет низкие доходы, она сможет обратиться в орган соцзащиты, и мы, уже определяя персонального помощника, сможем с привлечением наших коллег из занятости, образования, здравоохранения и других ведомств сможем сориентироваться и, так скажем, оказать помощь, протянуть эту руку помощи и помочь в решении тех или иных вопросов. Бывает необходимо всего лишь немного помочь, подтолкнуть, что называется, в решении каких-то вопросов, с тем, чтобы семья уже могла самостоятельно, собственно говоря, реализовывать свой трудовой потенциал и повышать доходы семьи. Это вот очень важно. Сегодня мы разработали проект нормативного акта с тем, чтобы эта технология уже стала у нас, так скажем, на системной основе, мы смогли бы ее применять. Это тоже межведомственная технология работы. Следующий момент — это, конечно, социальные контракты. Ну, вы знаете, Да, очень безусловно. хорошо. И хорошо они работают у нас. Они, да. И, в общем-то, эта поддержка, она будет продолжаться. У нас за 2025 год 3900 социальных контрактов мы заключили и, в общем-то, сейчас сопровождаем, в том числе и на создание собственного отдела, и при поиске работы, и при создании личного подсобного хозяйства. Поэтому здесь этот механизм очень важен, и мы, конечно, будем его дальше продолжать. Новое с 2026 года мы сейчас также разрабатываем нормативный правовой акт, а соответствующее решение принято на уровне правительства Российской Федерации. Для участников специальной военной операции, которые демобилизованы и обратятся к нам именно для получения социального контракта, именно на создание собственного дела, вводятся, так скажем, дополнительные преференции по участникам специальной военной операции. При определении и решении не будут учитываться их доходы. Вот что очень важно, будет введено с начала этого года. Ну, более подробно мы будем, конечно, дополнительно анонсировать. Спойлерить не будем пока, хорошая новость. Елена Александровна, хочу уточнить про кураторство. То есть я правильно понимаю, если семья, вот условно по этому разрабатываемому проекту, попадает в ту или иную трудную жизненную ситуацию, вместо того, чтобы бегать по кабинетам, собирать справки, искать помощи, этим занимается отдельный человек от министерства. Ну, вот Да, совсем грубо говоря, обличая форму. Да, мы в данном случае оказываем содействие. Мы во-первых, как минимум информируем о том, какие есть вообще в принципе, да, меры поддержки, инструменты как решения каких-либо проблем и вопросов. Да. Бывает, что люди в принципе не владеют. Просто не знают, куда идти. Да. Да, вот, но кроме информирования, конечно, это и сопровождение. Да, то есть мы предлагаем определенный план работы. Семья или гражданин должен, конечно же, посмотреть, ознакомиться, согласиться. Да, то есть это такая обоюдная будет история. И, в общем-то, будем помогать в решении, в первую очередь, организационных моментов, которые так или иначе, возможно, мешают человеку, в общем-то, самореализоваться. Да? В том числе, конечно, с привлечением разных механизмов, в том числе с привлечением социального контракта и иных других видов помощи, с участием наших коллег из службы занятости. Вот такая суть данного пилотного проекта. Мы с вами куда-то в немножко такие суровые, грустные дебри ушли, а немножко о хорошем хочется сегодня еще затронуть, точнее поговорить о семье. С 1 января, не ошибаюсь, если прошлого года заработал у нас новый нацпроект, называется «Семья». Хочу поговорить о демографической политике, о том, как у нас этот нацпроект реализуется. Хорошо рожаем. Мы действительно реализуем с января 2025 года новый национальный проект «Семья». Это такое логическое продолжение национального проекта демографии, но
на мой взгляд, в более таком расширенном виде. Гораздо больше направлений охвачено в новом национальном проекте. И остановлюсь, наверное, сегодня на таких мерах новых. Значит, это не финансовая поддержка, но это услуги. Да? То есть это развитие социальных услуг для того, чтобы семье, опять же, помочь, в том числе в каких-то индивидуальных вопросах. Да? Это вот такое логическое продолжение той технологии, о которой только что говорили. Но здесь уже создается целая система, инфраструктура, семейные многофункциональные центры. О, ничего себе. Вот. Пока, опять же, идет технология в пилотном режиме, Минтруд России ее апробирует, и, соответственно, мы регионы. Но, тем не менее, мы видим, что достаточно эффективная технология. Опять же, это межведомственное взаимодействие для решения, для оказания помощи конкретной семье в разных трудных жизненных ситуациях. Но здесь мы создаем площадки непосредственно. Среду, грубо говоря. Среду, где на базе одной площадки у нас, в общем-то, концентрируются разные структуры, кроме органов соцзащиты непосредственно, где-то по графику, где-то, значит, в плановом таком режиме мы привлекаем еще и специалистов других, опять же, ведомств. И наши коллеги из занятости, это и социальный фонд, это и медико-социальная экспертиза, это органы местного самоуправления со своими, да, так скажем, полномочиями и вот специалистами. И, в общем-то, мы создали, значит, на сегодня, вот буквально в январе месяце открылся еще 7-й семейный многофункциональный центр в Мегино-Кангаласском районе. Глава республики у нас вот в конце года Айсен Сергеевич посетил, также дал определенную оценку и рекомендации, и на сегодня вот мы эту работу продолжаем. Сеть будет расширяться, поскольку, как я уже сказала, мы видим эффективность, потому что помощь достаточно оперативная в силу вот, так скажем, синхронизации действий между органами различными. И порядка 72% от общего числа обратившихся на сегодня уже получили определенную помощь и вышли из определенных своих жизненных трудных ситуаций. Лена Александровна, ну, план на год грядущий, наступивший, точнее, уже, я понимаю, что более чем обширный. Это и продолжение действующих проектов, и запуск новых пилотных. Если совсем коротко, какая основная задача вот на 2026 наступивший год у Министерства труда? К сожалению, совсем коротко не получится, потому что... И совсем основной одной не будет, да? Да, основной не будет. Но, конечно же, это и вопросы трудовые отношения. Да, мы сейчас большое внимание и время будем уделять, во-первых, это вот прям в краткосрочном периоде, до мая месяца мы должны отработать новое республиканское трехстороннее соглашение между правительством, между работодателями и Федерацией профсоюзов, с тем, чтобы уже у нас заканчивается действующее, и на последующий трехлетний период мы должны разработать новое соглашение, в котором отразить мы должны свои, значит, договоренности о том, как будут развиваться социально-трудовые отношения, в том числе выделяя такие направления, как, опять же, поддержка семьи с детьми. У нас в 2025 году на российском, общероссийском уровне выпущен новый национальный стандарт, демографический стандарт, как раз-таки как рекомендация для работодателей, какие же меры должны предпринимать и работодатели в свою очередь для того, чтобы содействовать работникам семейными обязанностями, с тем, чтобы они более успешно выполняли свои обязанности и в то же время совмещали свои семейные обязанности. Это очень важно на самом деле. Вот сейчас мы с этой точки зрения перерабатываем, значит, соглашение, будущее уже на трехлетний период, и к маю месяцу мы должны уже завершить и подписать. Это вот как одно из таких, так скажем, основных, краткосрочных. Да. Ну а других долгосрочных, Лена Александровна, я предлагаю поговорить нам с вами в следующие разы. Будет прекрасный повод встретиться с вами еще раз. Уверен, достижений и фронтов для работы будет очень много. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. До встречи.